В эфире специальный выпуск новостей, посвященный знаковым событиям празднования столетия Коми в Москве. Меня зовут Евгения Кладкевич. Мы еще раз показываем самые яркие моменты гала-концерта на сцене Большого театра. Вот как это было, без комментариев, в режиме лайфа. Прикоснулся пера к огонь солнцу и камнем полетел на землю. Но спасла его дочь солнца, прекрасная Зарайка. Столетие нашего региона – это знаменательное событие, которым мы делимся с каждым жителем нашей необъятной страны. Мы очень рады видеть на нашем мероприятии ветеранов, тех, кто свой опыт, свою жизнь, свою молодость поставили на строительство и возрождение республики, на открытие и создание ее индустриальных центров. Мы рады приветствовать тех, кто по тем или иным причинам уехал из республики, но так и остался привязанный душой и сердцем к нашему замечательному краю. Я сегодня хочу от всей души поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина, председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, наших замечательных индустриальных партнеров, наших коллег, наших товарищей и руководителей федеральных органов исполнительной власти. В течение всей этой недели наши замечательные артисты, наши коллективы дарили праздник искусства всем, кто пришел на наши концерты. И, конечно, мы тем самым еще раз делились теми красотами, теми замечательными талантами, которыми очень богата наша земля. И принято считать, что в нашей земле очень много, и действительно так, в наших кладовых, подземных кладовых, много золота, нефти, угля. Но я вам точно хочу сказать, что самое большое достояние – это наши люди. Они действительно с первого взгляда кажется, может быть, немножко сдержаны, может быть, несколько суровы. Но на самом деле, поверьте мне, это очень отзывчивые, очень добрые люди, которые готовы поделиться всем, что у них есть. И сама республика гостеприимный край, который ждет всегда гостей. Сегодня для нас большая честь, завершая Дни Республики в Москве, представлять наш регион на площадке одной из крупнейших и знаменитых театров России.
Я хочу от всей души поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации и руководство Большого театра за то, что такая возможность предоставлена республике и ее талантам. Мы подготовили для вас очень яркое, вы это видели поначалу, самобытное выступление, но при этом это синтез национального этноса и современного формата искусства. Искренне хочу поблагодарить Москву, Сергея Семеновича Собянина, правительство Москвы, всех москвичей за такой теплый и гостеприимный прием. Мы вчера запустили брендированный поезд Республики Коми, столетие Республики Коми. Вы знаете, Осекыя, наш замечательный ансамбль, когда поезд тронулся, и они прямо в вагоне пели, исполняли песни, то люди заходили, и, вы знаете, все улыбались и начинали подпевать, хотя артисты пели в том числе и на коми языке. И это вообще удивительное состояние, когда сила искусства и сила открытости, любви к людям начинает говорить на одном языке. Я еще раз хочу поздравить всех нас со столетним юбилеем, пожелать сегодня нам яркого, красивого, запоминающегося вечера и ждем вас в нашу гостеприимную Республику Коми. Став Бурса! Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, со столетием Республики Коми. Позвольте зачитать вам приветствие представителя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые жители Республики Коми, примите мои сердечные поздравления со столетием со дня образования Республики Коми. История вашего уникального края входит в глубину веков и ведет свое начало с основания города Усть-Сысольска. Более 6,5 столетий назад Коми вошла в Московское княжество и связала свою судьбу с Россией, а после Октябрьской революции приобрела автономию. Это событие сыграло важную роль в развитии экономики, заложило основы угольной, нефтяной, газовой и лесной промышленности республики. В годы Великой Отечественной жители Коми мужественно сражались на фронтах, ковали великую победу в тылу. После войны, несмотря на тяжелейшие условия, возрождали разрушенные города, восстанавливали производство, строили Печорскую ГРЭС. Сегодня Коми – один из главных угледобывающих центров страны. Республика демонстрирует динамический рост, реализует масштабные проекты в топливно-энергетическом и горнорудном комплексах. Лесные ресурсы являются уникальным природным потенциалом, который имеет большое экологическое, сырьевое, экономическое и социальное значение. Играет особую роль в развитии региона. Важно, что в настоящее время здесь создаются благоприятные условия для инвесторов, ведется активная работа по строительству современной инфраструктуры. Бережно сохраняется самобытность культур, традиций и языка. За каждым из этих достижений профессионализм, трудолюбие, талант и энергия жителей Коми. Всех, кто любит родной край, делает все для его современного развития и процветания. Желаю вам новых успехов, здоровья и благополучия. Михаил Мишустин. Спасибо большое вам за эти поздравления. Спасибо огромное. Эти аплодисменты вам в подарок. Присоединяюсь к тем словам поздравлений, которые прозвучали из уст главы республики, из уст представителя правительства Российской Федерации. Я думаю, вы за эти дни получили очень много хороших, приятных поздравлений, приветствий и совершенно заслуженных оваций и аплодисментов. А сейчас позвольте мне выполнить приятное поручение председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и зачитать ее обращение в адрес участников сегодняшнего торжественного мероприятия. Гостям и участникам торжественных мероприятий в честь столетия Республики Коми. Дорогие друзья, рада приветствовать вас на гала-концерте мастеров искусств Республики Коми.
венчающим насыщенную программу День Республики в Москве. В этом году Республика отмечает вековой юбилей, что позволяет в очередной раз вспомнить ее славную историю, с гордостью отметить богатейшее культурное наследие этой древней земли и дать отсчет новым созидательным свершениям. Значительная часть праздничных мероприятий проходит в российской столице. Увлекательные выставки, выступления на именитых площадках коллективов ведущих республиканских театров, перспективный туристико-инвестиционный форум и, конечно, сегодняшний концерт наглядно демонстрируют потенциал региона, его лучшие достижения и возможности дальнейшего развития по широкому спектру направлений. Жители республики всегда отличались особенным колоритом, трепетным отношением к традициям и обычаям, заложенными старшими поколениями. Народное и самодеятельное творчество занимает важное место в их жизненном укладе, а форма ее выражения неизменно красочной и зрелищной. Отрадно, что зарядиться и проникнуться энергией Коми, прикоснуться к самым тонким настроенным струнам культурного кода республики в эти прекрасные майские дни имеют возможности все заинтересованные жители Москвы. А скоро, совсем скоро, и Санкт-Петербург гостеприимно откроет двери участников этого замечательного праздника. Особую признательность за организацию торжеств хотелось выразить органам государственной власти Республики Коми, руководству принимающих организаций, всем вовлеченным сторонам данного мероприятия. Уверена, столетие республики станет запоминающимся событием, оставит яркий след в сердцах россиян. Желаю всем отличного настроения, вдохновения, добра и благополучия. С уважением к вам, Валентина Ивановна Матвиенко. Спасибо вам большое за добрые слова. В юбилей человека поздравляют только в день рождения, заранее нельзя. А юбилей республики можно поздравлять целый год. Поэтому по поручению полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе я зачитаю. Дорогие друзья, рождение республики в нашей истории – это событие стало важным этапом в национально-государственном строительстве. Республика Коми – уникальный регион с самобытной культурой, богатой историей, неповторимым культурно-историческим наследием, огромным природным богатством и огромным потенциалом для экономического и социального развития. Своими достижениями и успехами Коми доказывает, что истинные богатства Севера находятся не глубоко в недрах, а заключены в людях, жителях республики, которые своим трудом превращают суровый арктический край в развитый регион Российской Федерации. С каждым годом республика изменяется в лучшую сторону, приобретая новые черты, при этом сохраняя свой неповторимый облик. Убежден, что любовь к родному краю, искреннее стремление внести свой вклад в его процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать в осуществлении намеченных планов в интересах Республики Коми и всей нашей страны. Желаю вам беречь и приумножать славные традиции многих поколений своих земляков, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач, дальнейшего процветания жителям республики. Александр Луцан.
вмила ланкові ясмени, а щедортим ястивошти, кот яснула да не воджа, парыш пожемкуя аздорты. Ты раскрой мне все богатства, очертания рек, ключей, очертания скал гранитных и столбов порфировидных. Вождь ты ащет гажалун яс, шо не два куша ключ яс, куш да зумщу граиз яс. Научи ты заклинаниям, силе чар могучих тунов, покажи ты птичьи гнезда на вершинах острых елей, гордых сосен над холмами. Милый, милый лес священный, кто познал немые тайны, долго будет жить на свете. Мусавыры, вежа парма, кущас иолас. В пармах светлых и прекрасных вы счастлива, беспечально. Немсы кызы ерман емнес, силы шактам шуамсы.
Вот таким ярким было празднование столетия Коми в Москве. А уже сегодня стартовали Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге. О них мы расскажем подробно в наших следующих выпусках новостей. Всего доброго!